Всем привет! С вами передача «Новости за школьной партой». Сначала мы хотели бы вас поздравить с наступлением каникул. Первая четверть выдалась нелегкой, но мы с ней справились. И сегодняшний выпуск мы хотим посвятить осенним мероприятиям, которые проходили в преддверии каникул. Самые талантливые, смелые и творческие – так можно было назвать конкурс, прошедший в 5-й школе. Ребята готовились к нему ответственно и ждали его с нетерпением. Я хотела бы отметить, что подготовка шла на протяжении 1,5 месяца. Да что про него говорить, давайте лучше смотреть сюжет. Осенний бал – это своеобразный творческий вечер между всеми классами школы. Сегодня в показе своего мастерства участвовали 7 и 8 классы. Насыщенные знаниями школьной жизни, творческие вечера особенно радуют ребят. Здесь можно показать творческую заточенность каждого ученика, рассказать и пошутить на школьные темы в непринужденной форме. И главное, тебе за это ничего не будет, лишь зрители и жюри наградят смехом и аплодисментами. Сначала все классы представили танцевальный номер, кружась в вальсе. Ребята продемонстрировали легкость и стать. Вы только на них посмотрите. Также конкурсная программа состояла из демонстрации осенней икебаны. Вот уж здесь ребята удивили, так удивили. То тыкву разукрасить, то из осенних листьев оригинальный букет смастерят. Удивила и подача, не только в прозе, но и в стихах. Старались поднести поделки. Наша икебана называется «Вдохновение осени». Искусство икебаны пришло к нам из Японии. Ики – это жизнь, а бана – цветок. В Японии искусство зародилось и необычайно популярно по сей день, что неудивительно, ведь с помощью цветочных композиций можно украсить любой интерьер. В отличие от обычных букетов в вазах, красивая икебана способна создать атмосферу элегантности, подчеркнуть важные детали в обстановке и свидетельствовать о хорошем вкусе хозяев. Осень – щедрая пора, всем она богата. Посмотрите все сюда. Как на выставке картин. Тыква, яблоки, цветы, разноцветные листы, астры яркие лучи и рябины красную кисть. Осень, осень рыжая кокетка, мечется плутовкую везде и каждого спешит озолотить, даруя нам прощальные приветы. Наша икебана называется «Последний звонок осени». С помощью этой икебаны мы постарались запечатлеть увядающую красоту осени. Несмотря на частые дожди и понемногу поступающий мороз, прекрасно умирающая осень буквально застыла на этих листочках рябины. Пока жюри определяли победителя, не менее интересные были и конкурсы со зрителями. Церемония награждения стала кульминацией торжества. Заветные дипломы достались за оригинальную выдумку. Награждается 8 Б и 8 Б класс, занявший первое место. Конечно, самые яркие чувства ребята испытывали во время выступлений, но и после конкурса мы поторопились с ними пообщаться. Расскажи о икебане вашего класса. Наша икебана была очень красивая, ведь в ней использовались природные материалы. У нас было такое небольшое деревце, там были листочки, которые мы взяли с парка, и также купленные, были прикреплены к большому пенопластовому шару. В принципе, получилось очень красиво, аккуратно. Мы заняли первое место. Эмоции переполняют, потому что это первый раз, первые переживания, какие-то чувства, волнения, и мы были очень рады. Что, по-твоему, осенний бал? По-моему, осенний бал – это мероприятие, на котором некоторые классы показывают свои умения, как они могут показать себя. А
А ты делал какую-нибудь поделку? Да, мы делали экибану с нашими девочками. Мы очень надеялись, что мы займем первое место, и это так и есть. В завершении осеннего бала для учеников состоялась дискотека. Гузель, как ты думаешь, что значит выражение «цыплят по осени считают»? Мне кажется, что об успехе этого дела можно говорить только, когда оно будет выполнено. Рома, а почему ты спросил? Именно под таким названием прошел творческий конкурс в школе номер 8. Об этом в следующем материале. Цыплят по осени считают. Этот праздник в 8-й школе стал традиционным. Каждый год его отмечают учащиеся 6, 7 и 8 классов. За лето ребята выросли, и у них появились новые идеи. В нашей школе уже стало традицией проводить конкурс «Цыплят по осени считают». Я считаю, что это очень важно, потому что за лето все ребята подросли, выросли, набрались каких-то новых идей, талантов. И я думаю, что начало нового учебного года хорошо поставит точку такую своеобразную. Да? Цыплят по осени считают. И когда уже наступили осенние денечки, обычно в народе в это время люди убирали в закрома урожая, и больше времени было на то, чтобы больше проводить время вот в таких вот игровых моментах. По мнению педагогов, данный конкурс разнообразит обычные школьные дни учащихся, потому что, как мы знаем, смена деятельности – это самый лучший отдых. Вот и стараются ребята проявить свои таланты. Начальная школа проводит конкурс поделок из природных материалов, также проводит конкурсы рисунков. Старшие классы у нас проходит осенний бал. В первом этапе учащиеся представили свои команды. Далее они представили свои оригинальные осенние букеты. Все они были не похожи друг на друга. У одних икебаны горели, как звезды. У других согревали, одаривали теплом, как осеннее солнце. А также были творческие работы, где использовались осенние дары. Это фрукты и овощи. Даже они в этой композиции смотрелись очень изысканно. Конкурс на эрудицию стал самым щекотливым. Здесь ребята во всей красе показывали свой ум и сообразительность. А вот учащиеся 8-й школы со стихотворными строками справляются легко. В этом мы убедились в конкурсе, где из набора слов за короткое время они сочиняли стихи. Получилось довольно интересно. Также очень интересным стал творческий конкурс, где ребята показали певческое, танцевальное мастерство. Здесь уже не важно, кто победитель, ведь заряд энергии, позитива получили все участники конкурса. Гузель Хамидуллова, Дарья Садовская, Вениамин Григорьев для новостей за школьной партой. На этом наше время подходит к концу. И все же мы хотим вам пожелать интересных, веселых, насыщенных впечатлениями каникул. Хочется вам пожелать, чтобы в следующей четверти вы набрали сил и хорошо ее закончили. А пока мы говорим вам до новых встреч. С вами были Роман Константинов и Гузель Хамидуллова. Всем пока-пока. Пока.